Последние 10 дней для безопасности и комфорта граждан в Ингушетии работали несколько тысяч сотрудников разных служб. Благодаря этому число обращений от жителей заметно снизилось. Глава Ингушетии поблагодарил сотрудников здравоохранения, правоохранительного блока, все дорожные службы, МЧС по республике за эффективную работу в праздничные выходные. Махмуд Али Кариматов отметил важность предстоящего года и поручил региональному правительству, цитата, «максимально включиться в работу и эффективно запланировать ближайший квартал Нового года». Поступило 99 обращений, из них 41 обращение по проблемам с электроэнергией, 43 обращения было проблемы с водоснабжением и 15 обращений ГАЗ. Данные технологические нарушения были устранены с максимально возможно короткие сроки. Наибольшее количество обращений у нас было зафиксировано в городах Назрань, Карабулак, Назрановском районе и Могилевском районе. За истекший период также чрезвычайная ситуация, а также социально значимых происшествий на территории республики не произошло. На телефон 112 было зафиксировано 5765 звонков. К сожалению, львиная доля 3000 звонков, так называемая детская шалость, люди, которые набирали, без происшествий. Из них 492 вызова было вызов скорой помощи, 18 вызовов было ДТП, 54 вызова аварийной газовой службы. За период именно этих мероприятий, выходных, пожарно-спасательная служба нашего регионального МЧС проведено было 27 выездов. В результате этих 27 выездов было спасено 27 жизней, в том числе 2 детей. Никто, к счастью, не пострадал. В период праздничных выходных дней у нас Минавтодор Ингушетии работал круглосуточно. На дорогах были задействованы 30 единиц техники, 4 бригады, в 4 районах велась подсыпка противогололедных материалов, уборка снега, наледи, подбор мусора, проветривание проезжей части, обочины, тротуаров. Минавтодор также с поставленной задачей справился. На территории республики даже с аналогичным периодом прошлых годов значительно уменьшилось количество. Федеральные трассы. Федеральные трассы также обслуживались совместно Минавтодор и Росавтодор наш. Росавтодор? Да, у нас региональное представительство. Я знаю. Они тоже провели работу. Так точно. Мы сами проезжали, смотрели. Январь месяц, не думайте, что вот год еще там. Нет, надо с сегодняшнего дня уже четко понимать, что будет завтра. Дал эндали, да? Мяждин хули. Значит, что мы будем делать 1 февраля, 1 марта и так дальше. Надо четко сегодня понимать. У всех планы есть, они, наверное, утверждены. И в любом случае в районных городах, где приезжаете, я имею в виду администрацию, в первую очередь берите план на год. Смотрите, что они делают, что ли напланировали там, то ли мусор вывозить, то ли деревья высадить и многое другое. И план, естественно, сложно регулировать план по медицине, но по Минкультуре, я думаю, и по Минобразованию, думаю, можно планы работы и каждом дом культуры. Неважно, где он находится. Неважно, план работы должен быть. Потом должен быть срок и ответственный. Говорил, а теперь будем проверять уже. У нас открытие будет до 20 школ и до 10 детских садов. У нас вот 22 год рекордный урожай плодов и ягод в Ингушетии. Мы в лидерах. 1,5 миллионов тонн. Из-за этого нам дали 25 миллионов выделил Минсельхоз. Понимаете? Потому что мы подняли это. Чем мы делаем? Мы в программу любую можем. Социальный вопрос. Школы, больницы, детские сады, интернаты. Особое внимание. В первую очередь туда очистные. Выполняйте свою работу. Потому что мы должны заниматься жителями. Вот. Жителями.